Tan yıldızı. Ты напой. Ялы бойлы кайтармасы знаешь? Ялы бойлы кайтармасы. Там немного сыграем. Ты просто на втором плане. А я сам вышел. Я подстрахую. Там Йылдызы. О, сейчас будет замечательное произведение. Сейчас будет соло, да? Ур и скрипка. О, и тага бардом, кстати, сразу. Мы когда это строишь начали, Потом я... со скрипкой, да. Поехали, строишь, да? Поехали. Проигрыш. Все вместе, поехали. Yaz akşamı sayılı dostlar, hepinizni can yürekten Bakçısaray'da Etna Kafe Aşlama Saray'da can yürekten selamlaymiz. Bugün bizde bunda gerçekten de güzel bir vakıya belli Nağış Elvira Osman Özü'nün unikal Yol Şaşırma adlı kitabını nümayiş etti. Karadeniz Production Studiyası tarafından hazırlanan bu akşamga onun talebeleri, dostları, zenatdaşları ve yakın insanları geldiler. Sizler de sayılı dostlar onu QTV kanalında, Facebook sayfasında ve Instagram'da seyir edebilirsiniz. Gerçekten de güzel ve çok beklenilgen vakıya. Hepinizge hayırlı akşamlarını dileyim. Biz ile kalınız. Hayırlı akşamlar dostlar. Hoş geldiniz. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Da bir kere. Endi tedbirimiz resmi şekilde başlana. Yerlerinizni alınız lütfen. Biz bugün Bakçısaray'daki Aşlama Saray kompleksinde bulunamız. Böyle acayip bir yerde. Herkesin keyfi yerinde, men bilesem. Ve bugün bunda acayip bir tedbir olacak. Bu pek gerekli, emniyetli kitabının bir takdimi. Bu kitap istidatlı nağışçı Usta Elvira Osman'ın Yol Şaşırma adlı kitabı.
Бу тетбирimiz bir kaç dakikadan endi başlayacak ama bundan evvel biz bir leyha bakacakmız, seyredecekmiz ekranımızda. Hatırlatmağa isteyim, bu Merasim Karadeniz Production Studiyası tarafından teşkil edildi. En başında biz için çalgıcılar Rüstem Mağa Komurcu ve onun talebeleri çaldılar. Bizim keyfimizni koterdiler. Ekranımızga bakamız, seyretemiz levhamızны. Я когда-то поняла, вот тогда, вот еще в 90-е годы, в начале, что это мое дело. Все. Вот это то, что я хотела. В 90-м году, если вы помните, полуторачасовые программы на крымско-татарском языке были на телевидении ГТРК Крым. И там, значит, в конце новостейных программы прозвучало объявление о том, что объявляются курсы по изучению крымско-татарской вышивки. И к нам домой приехал Меметов Сетмемет Ага. И он тогда вот показал мне, как выполняется техника золотного шитья. А вот уже на следующий год опять было объявление дано, и Сетмемет Ага лично сам мне сообщил о том, что из Москвы приедет женщина, которая занимается каким-то очень оригинальным видом шитья крымско-татарским. Когда была это Зулейха Бекирова. Я прибегала буквально на полчаса, у меня в руках всегда был карандаш, блокнот. И вот она показывает направление иглы, куда идет. Я все это в блокноте зарисовываю, записываю себе, памятку делаю, чтобы вечером вот это все можно было повторить уже самостоятельно дома. Но она человек была очень, как вам сказать, сдержанной. Она не сильно была щедра на похвалу. Я так думаю, что это и правильно. Но в моей памяти она все равно живая, понимаете? Она все равно останется для меня живым человеком. Я с ней иногда как бы общаюсь вот на таком уровне. Как будто бы я ей задаю вопросы, как будто бы она мне отвечает, и как будто бы я знаю, что она мне ответит. Но в 1997 году мне в руки попадает сборник Полины Яковлевны Чепуриной «Орнаментальное шитье Крыма», которое было издано в 1938 году в Москве. И там я обнаруживаю, значит, ту базу, которую нам дала Зулейха Апте, и кроме этой базы еще другие виды шитья, описания подробные их. Мне пришла мысль такая, что этот сборник нужно немножечко обновить. И вот так увлеклась этим процессом, что у меня их 65 видов новых швов. Я разработала сама уже. Вот, на базе той, которая была. То есть базу я стараюсь не забывать, это наши как бы корни. Этот сборник тоже уже готов, сметался. Скоро буду искать возможности для того, чтобы издать это все. Получается, вот эта вот традиция, она как бы не прервалась. Зулейха Апте училась у Адавии Эфендиевой, я училась у Зулейха Апте, а уже у меня учится целая армия, так сказать, если можно так выразиться, учениц. И я надеюсь, что вот эта традиция, она будет продолжать жить, и вот этот вид шитья, уникальный вид шитья, который был как бы разработан здесь, в Крыму, вот это как бы культурное наследие именно нашего народа. Для меня королевы вышивки вот у крымских татар это татары Шлеме. Вот я заметила, что если у меня какая-то ситуация в жизни складывается, что вот какой-то вопрос меня все время мучает, я не могу найти решение, да? Я погружаюсь вот в эту работу, и почему-то и сама не понимаю, каким образом, вдруг это решение само по себе появляется. Вообще вышивка, вы знаете, вот эта вышивка, она очень многому ведь учит тоже. Она учит терпению прежде всего, потому что она требует очень колоссального терпения, потому что одно изделие, чтобы от начала до конца довести, на это уходят месяцы. Самое интересное и самое главное, что это помогает ценить по-настоящему труд, не только свой, но и труд любого человека, ремесленника или мастера. И, конечно, я хочу, чтобы вот эта вот вышивка, она очень стала популярной среди наших девушек. Очень хочу этого, мечтаю об этом. Чтобы она вот как бы вошла в наш дом
в каждый крымско-татарский дом, чтобы вышивка вошла, чтобы хоть одно какое-нибудь изделие, выполненное в технике татар-шлеме, в доме было. Мына böyle Elif Hanım bu seyrettik. Hoş geldiniz. Dabır kere Elvira Hanım. Keyifleriniz. Sağ olunuz. Біріншіден herkesге büyükten büyük sağ olunuz demek isteyimiz. Ayaklarınızga sağlık. Vaqtыңызды аямай бүгін менден пайлашмаға келдіңіз бұл güzel merasimni. Onun için sizге çoxtan çok sağ olunuz деп айтам. Бебе қуандым. Çünkü bu bizim sanatımızga o kadar bir büyük merak göstergeniz için çoxtan çok sizге sağ olunuz деп айтам. Sağ olunuz, var olunuz. Sağ olun. Elvira Hanım, mına Elif'ada siz endi aytып бердіңіз. Bir kaç yıl evvelsi çıkarılgan edi bu Elif'a. Kitap hakkında endi bir iki söz ayttınız. Yani siz endi çoktan çalıştınız bu kitap üstünde. Mına bu iş hakkında biraz tarif etiniz. Bu iş 5 yıl devamında öttü. Bazı bir kıyınçılıklarla karşılaştım ama Allah'a şükür onlarını atlattık. Ve mına 5 yılın içinde bu kitap dünyaya geldi ve bek bizim kuvandırdı. İnanam ki bizim gelecek nesillerimiz bunu kullanıp öğrenecekler ve tatay-шлемер teknikası gayip olmaz, devam eder. Çünkü eskiden bizim halkımızın evinde nağışsız bir ev mülkün dügül akılga getirmege. Nağış bizim dünyamızga bek balaban, bek yer alaydı. Odaların evimizin en güzel yerlerini yaraştıraydı. Neçün deseniz o köşelerde misafirler kabul ettileydi ve bu үйün kadınların isesi, onların çeber kollarını, onların zevkini көрсетеді, желп етеді. Onun için bek büyük balaban bir nasıl hikaye etеді bu үйде oturgan koranda için. Bu nağışlarga bakıp insan içki dünyasını, dünya bakışını, her şeyini bu nağışlardan anlamak mümkün edi. Sual vermeyip anlamak mümkün edi. Mında sizin işleriniz ve talebelerinizin işleri var. Onlar da kullanaydılar. Yani bu işler var как выставочный değil. Yani evde. Yok, bunlar kurslar ötkürülgenden son yekünlengen son kurslar biz böyle отчетный bir sergi alıp baramız ve bir-birimizge gösteremiz nasıl işler biz yasap çıktık. Bu işler şimdi hem müzelerde yaşay hem de частный kolleksiyalarda yaşay. Kızların, öğrencilerin evlerinde yaşay, onların evlerini yaraştıra. Yani böyle şeyler evvelden evlerimizde var idi. Var idi. Aytam da bir tatar evini bu nağışsız aslında akılga getirmek mümkün değil. Nağış o kızçık dünyaya kelgeninden evde aytaydılar kız kundakta, ciyes sandıkta. O kızçık saat 7-8 yaşında kelgende oğa endi başlaydılar öğretmege, bu nağış, toquma şeylerge, olarga endi öğretmege başlaydılar. Neçün deseniz, o kızçık endi özüne nişan hazırlamağa başlaydı. Onu hazır sandığı turaydı. O sandıkka yasalgan bir güzel şeyler yavaş toplanaydı. Bu toy merasiminden gelecek toplanaydı baya bir şeyler. Kitapta men bunu yazıp çıkam, ne kadar nağışlı şeyler, ne kadar tokumalı şeyler bolmak gerek edi. Onu hepsini cedverlerle var işte. Eğer okusanız, onda anlarsınız, beginirsiz. Hep umut etem. Elbette. Muna bu kitabının emiyeti hakkında biraz aytırsınız. Yani bu siz muna çalıştınız, biraz kıyınlıklar oldu, onu da ayttınız. Nasıl kıyınlık nedeydi? En başından men bu tatar işleme texnikasını siz bilesiz endi
Чепурина язганына көре 60-тан зиеде шекіллері бар деп язған еді. Ама бұл 30 жылдан берлі мен бұл ішінен мерақланған сон, о 60 тане нағыш шекілге да 40 тане қоштым. Нечін десеңіз музейлерде, шейлерде, экспозицияларда фоторесімлер япам ескі шейлерін. Сон евге келем, ве бақам, анда танылмаған бір шекіл көрем. Оны схемасын ясап, ресім өзіме язам, ве практик оларақ оны чалышам. Сон бұл китаптың башлағанда мен фікірімде оле бір бар еді башланғычта. Епсі 100 данен шекілеріні нағышламақ, сон фоторесімлеріні ясап, китапқа ерлештірмек. Ама епсін ясадым, шындымында артқа бұл лафымыз біткен сон көрмек мүлкін, сіз 3 тане балабан папка, оның ішінде 150 дане образцы демек мүлкін. Бұл шекілерін, нағышларын мен ясадым, оға мен 1 елім кетті о ішке. Ама білесіз, фоторесім ясама башланғанда анладым ки, бұл фоторесім нағышын güzelligin ve özelligin açmay keregi kadar. Onun için çok zaman bir 5-6 tane kişinin men çalıştım bu sebepten belledim andan mından toplam bekim bir şeyler olup çıkar ama olmadı. Ama sonuna Naili Bekirovna biz bir yasadık bu kitabını elektronlu variantını yasagan kızcık. Bir gün eski defterlerim bakamız. Son o aytты Elvir Hanım bu ne деп soradı menden. Men dedim bu nasıl aytayım sizge eskizi зарисовки grafiki desem. A nechun siz onu kitapqa isteymişsiz yerleştirmege? Men dedim eğer kelişatlı olsa men razım. O zaman başladım o nağışların hepsini o şekillerin endi kalemden çizmağa ve kalemli variantlar kırdı bu kitapқа. Öz kolumdan yapılgan kalem resamlar. İşte men resam degulüm, onun için bek strogo не судите деген. Resam degulüm ama bek istedim ki немесі графикасы anlaşılsın деп. Қайда етмеге істейм, китапны сіз бүгін сатын ала білесіңіз, анда көшечікте, анда kitaplar satılan. Elvira Hanım, ne için buna kitabının adı öyle? Yok şaşırma ne demek? Birkaç kişi kirgende soradılar ne için kitabın adı yol şaşırma böyle biraz filosofski degenden. Ama şunda aytayım sizge birinciden aytayım. Вот рус тіліне мүлкінім, не үшін десеңіз термины, да, татар базовые швы, да. Вот біздің татар ішлеме техникамыздың базовый ең esas шеклі еп ел шашырма. Еп ел шашырма. Onun үшін мен ел шашырма деп о адын бірден өзінен өзі келді. Дедім, бұндан яқшы ад оламаз. Не үшін десеңіз, шынды мен сізге айнаттырым. Дүнияда не қадар миллет олса, не қадар әркезін өзіне көре бір милли нағышлары бар, доғырым. Ама о нағышлар епсі оларын темелі, айтайым сізге, простые ручные стишки. Простые ручные стишки. Их всего насчитывается не больше 7 стишков. И вот на базе этих 7 стишков вся мировая культура всех народов базируется. Понимаете? Когда мы говорим Сюзанне, да, у нас сразу Узбекистан, мы понимаем, что это речь идет об Узбекистане. В основе Сюзанне, техники Сюзанне, лежит тамбурный шов. Да. В основе вышиванки, вышиванка, тоже знакомое слово, лежит крестик. Но это крестик является производным швом от козлика. А если говорить уже о самых простых вот этих видов швов, вы знаете, они были изобретены еще на заре человеческой цивилизации, когда еще человек сшивал шкуры животных и конструировал себе одежду. Они тогда уже изобрели вот этот стежок. А потом, когда уже одежды такой стало много, и чтобы отличать ее, вот твоя вещь, это моя вещь,
стали делать какие-то знаки на этой одежде. Но ради того, чтобы этот знак вышить, им нужно было уже не обычный простой шов делать, а его нужно было как-то декоративно преподнести, этот знак. Вот. И оттуда пошло, понимаете, из очень древних времен пошло изобретение декоративных швов. И сейчас их насчитывается, ну, очень-очень много. Это даже, я думаю, что не берусь сосчитать. Сколько народов, у каждого народа свои какие-то фишки, свои изобретения. А вот когда идет речь о крымско-татарском народе, о нашем народе, наша фишка и наш бренд, понимаете, это татар Ишлеме 100%. Вот я потому что этот вопрос очень глубоко изучала. Вот. И почему, собственно говоря, вот Йол Шашырма, почему? У нас в структурной основе нашей техники лежит шов, называется он назад иглой. Назад, первое идет вперед иглой, потом назад иглой. И вот это вот несколько напоминает даже судьбу нашего народа. Для того, чтобы вернуться назад, сначала нужно произвести исход, выйти из какой-то точки, а потом в нее вернуться, понимаете? И вот в основе нашей техники татар Ишлеме лежит вот этот стежок назад иглой. То есть путь назад. И для меня татар Ишлеме это одушевленное понятие, потому что она имеет структуру, вот структура это вперед иглой, Йол Шашырма. А вот ее анатомия это Йол Шашырма. А ее душа – это весь наш орнамент, все наши орнаменты. То есть, вот понимаете, это очень гармоничное такое сосуществование техники и души. Вот. И я хочу сказать еще, что гладей много. Вообще двухсторонняя гладь, как она в книге называется, двухсторонняя глухая татарская гладь. У меня всегда вызывало вопрос, что означает слово «глухая». Ладно, татарская гладь, понятно, но почему она глухая? Что это за термин такой? Я начала искать такие вот понятия, думаю, с кем-то, может быть, перекликается вот это понятие «глухая», но я нигде, ни в каком источнике не нашла понятие «глухая». Зато я нашла понятие «вертикальное». Это означает направление укладки стежка. А это означает и саму технику. Вот. И существует китайская двусторонняя гладь. Это совсем не то, что наша крымско-татарская двусторонняя гладь. Существует просто двусторонняя гладь гобеленовая. Она совсем не то, что есть татарская глухая гладь, понимаете? И поэтому я поняла, что нужно правильно сформулировать, вот что такое татар Ишлеме. Я очень долго думала. И, собственно говоря, и подсказка шли на основе изучаемых материалов. Если говорить о гобеленовой вышивке, о двусторонней глади, она считается горизонтальной, то есть она по горизонтали вышивается. Если говорить о китайской глади, ее сравнивают с мазком художника, ее даже очень часто называют живописная вышивка, и очень часто она напоминает живописную картину. Это китайская гладь. Но когда идет о нашей крымско-татарской, то тут уместно понятие вертикальное. Вот. Это вот первое понятие вертикальное. Для того, чтобы создать палитру, вот более сотни разных видов швов, вот в эту структуру, которую я назвала назад иглой, включили такой механизм счетный порядок. За счет вот этого цифрового счетного порядка наши бабушки, прабабушки сконструировали огромное количество швов, имеющих геометрический рисунок. Вот. И Полина Яковлевна Чепурина сказала, что их более 60, но сейчас можно с полной уверенностью сказать, что их уже более 100. Вот. А поскольку я проводила еще эксперимент, как бы экспериментальная мастерская, это 3 глава моей книги, я уже на основе вот этого опыта наших бабушек решила пройти тоже этим путем и попробовать изобрести свои виды швов, усложнив то, что уже есть, потому что мы выпали из обоймы, понимаете, все народы развивались, как-то двигались вперед, а у нас не было такой возможности, мы отстали. И поэтому нам нужно сейчас очень быстро подхватывать, нам нужны свежие силы, молодые глаза, молодые руки, молодые таланты.
чтобы они вот подхватили и какие-то свежие идеи внедрили вот в развитие татар-ишлеме, чтобы эта техника стала мировым брендом наряду с сюзанне и с другими видами вышивок, потому что у крымской и татарской вышивки этот потенциал есть, поверьте мне, он есть. Просто нужно этим заниматься. Поэтому вот эта книга, собственно говоря, и родилась для того, чтобы лишний раз еще привлечь внимание общественности и показать, насколько богатая у нас вышивка. Она действительно очень богатая, и ее у других народов нет. Эльвира ханым, мына сіз айттыңыз, бұрчок тікішлерні, шекелерні сіз өзіңіз ишлеп чықардыңыз, вы сами разработали новые швы и хотели о них подробнее рассказать. Да, ну вот сейчас на экране промелькнет у вас несколько экземпляров, где где в кольцо так я отметила. Это вот работы моих учениц уже, понимаете, это уже на самом деле профессиональные работы. Наши бабушки, наверное, так искусно уже не вышивали. Потому что, когда начинаются курсы, я сразу говорю, берем высочайшую планку. Мы не должны начинать как бы вот... Это вот фотографии старых изделий, на которых я обнаруживала швы, и я их зарисовывала, потом я восстановила схемы и сделала, вот у меня в папках там есть образцы. Вот таким образом я находила и давала им свои названия условные, поскольку мы уже не знаем, как они называются, но исходя из той базы, которая у нас есть, я как бы уже близко по рисунку давала им свои названия. У нас каждый шов имеет свое название крымско-татарское. Для тех, у кого проблемы с нашим родным языком, хороший повод начать изучать его через татар-ишлеме. Потому что там все стишки, да, вот, да. Бұл мына Бақчысарай фондындан, Ялта музей фондындан. Енді қайсы бір сергіге барсам, мен фоторесім япам, соны елге келем, оларын яқшы етіп, анализ япып, яңы бір шекіл тапып, оны тез-тез схемасын ясаем, наболе етіп. Это вот в книге я не указывала, я хотела, но потом, поскольку фотографии не очень качественные, мы решили в книгу не включать, чтобы не утомлять читателя рабочим процессом, как говорится. То есть это вот эти новые... Вот эти вот, да, виды швов, которые были найдены на фондовых изделиях. Çok sağ olunuz Elvira Hanım. Size sağ olun. Bizde birçok musafirler бар, ve onlar sözge çıkacaklar, kısmet olsa ve birinci olup bizge sözge çıkacak belli ressam, sanatçınız, Krımski stil leyhasının yolbaşçısı Mahmut Ağaçıroğlu. Buyurunuz sanaha. Да, микрофон. Şimdi bir dakika. Вырынос. 3 дня назад я уже написал этот текст, и вот эти 3 дня я над ним работаю, сокращаю, переделываю, пытаюсь выучить наизусть. Ну вот придется, я не оратор, но написать могу. Да, Савол. Чё Савол? Еще держать микрофон не могу, как полагается. Но всему надо учиться, да? Не ошибается тот, кто лежит в постели, говорит, да? Японская поговорка. Я постараюсь быть кратким и хочу показать, кто такая Эльвира Усманова. И как бы большое видно издалека. Поэтому я хочу начать очень издалека, чтобы было понятно, что такое вообще крымско-татарская вышивка. Вот в течение XIX века выработался удивительный художественный стиль крымско-татарской вышивки. Уникальный язык орнамента и уникальная технология двухсторонней вышивки татар-ишлеме, не имеющая аналогии в других культурах. Если посмотрим на старые карты Крыма, мы увидим россыпь названий старых крымско-татарских сел. Ну, условно я возьму такую цифру, как 500 крымско-татарских сел. И условно скажем, что каждый год
в каждом селе проходило 10 свадеб. И каждая невеста с собой в качестве приданого приносила 200 вышитых изделий. Если мы все это сложим, получается 1 миллион изделий в год. Это огромный океан, это море народного творчества, которое вот реально существовало в Крыму. В XIX веке образованная и состоятельная часть крымского сообщества обратила на крымско-татарскую вышивку особое пристальное внимание, собирая образцы, создавая частные коллекции. Например, в записях поступления крымско-татарских вышивок в Российский этнографический музей зафиксировано поступление из коллекции царской семьи. Вот даже на таком уровне собиралась крымско-татарская вышивка. То есть эти люди понимали вот художественную ценность этих произведений не потому, что это там что-то какое-то было, значит, ну, экзотическое. Это высокая художественная ценность. А как она образовалась, мы чуть-чуть попозже я скажу. Решающую роль в истории возрождения нашей культуры сыграла профессиональная художница и этнограф Полина Яковлевна Чепурина. О ней вот Эльвира Османова рассказывала. В ходе этнографической экспедиции по Восточному Крыму в селе Оттузы она была поражена, очарована творчеством Айше Мамбетовой, профессиональной рисовальщицей, потомственной рисовальщицей, которая обслуживала все свое село. Именно она рисовала эти все орнаменты, профессиональной рисовальщицы. Не девочки 6-7, там, 7-10 лет, которые учили вышивать, а именно профессиональные. В основе вот этого моря, океана искусства лежали профессиональные рисовальщики. Они были в каждом селе. Они рисовали, они учили девушек технологии вышивки и ткачества. И они на заказ состоятельным людям, по-видимому, делали самые лучшие вышивки, которых мы потом находим вот в этих музейных коллекциях. Большую свою часть своей последующей жизни после этой встречи Полина Яковлевна Чепурина посвятила крымско-татарской вышивке. Ей принадлежат публикации статей, исследований, сбор музейных и своей частной коллекции вышивок, многочисленные копии орнаментов вышивок и тканых изделий, организация выставок вышивок в Париже, в Москве, организация народных промыслов. В Крыму в 30-е годы около 350 крымско-татарских женщин в различных селах и городах делали традиционную вышивку на экспорт, которую продавали за золото. После возвращения в Крым в конце 80-х мы вынуждены были восстанавливать свою культуру с нуля. Мы остались один на один с замечательным исследованием орнаментов и технологий «Орнаментальное шитье Крыма», которое написала Чепурина в 1938 году, в котором были опубликованы схемы около 60 швов крымско-татарской двухсторонней вышивки. Об этом Эльвира нам говорила. Однако вся трагедия ситуации ситуация была в том, что восстановить технологию двусторонней вышивки татары-шлеме по ней было невозможно. Вот здесь в этом фильме очень подробно было показано, как работают руки, как ходит игла. Вот этого всего не было. Это не потому, что Полина Яковлевна Чепурина об этом ничего не знала. Я думаю, что это происходило от того, что никто не мог предположить, что вот это произойдет сталинское преступление. И традиционный навык вышивания, которым владела практически каждая крымско-татарская женщина, будет почти навсегда утрачен. Депортация показала, что самым хрупким элементом нашей культуры было народное декоративно-прикладное искусство. В 90-м году произошло важное событие. В составе делегации Координационного центра по возрождению крымско-татарской культуры я показывал в Москве в помещении Всесоюзного фонда культуры небольшую выставку. Ко мне подошла пожилая женщина и сказала: «Я знаю крымско-татарскую вышивку. Меня зовут Зулиха Бекирова. У меня внутри как будто солнышко засветилось. Я понял, что
этот вид нашего искусства может быть восстановлен. И руководство Координационного центра в этом же году организовало курсы, на которых Зулейха Бекирова обучила технологии крымско-татарской духовной двусторонней вышивки татары-шлемет 12 женщин. Всего одна из курсанток, одна, прикипела душой к родному ремеслу. Она изучила все тонкости, секреты сложной технологии, а все современные мастерицы-вышивальщицы являются в той или иной степени ее учениками. Этим человеком, который Осджах Юрикнен своим горячим сердцем несет любовь к нашей вышивке, этим человеком стала Эльвира Османова, биолог по образованию. Тонкая ниточка случайных, на первый взгляд, событий, человеческих контактов соединила через Эльвиру наше культурное прошлое с современностью. Произошло в то время еще одно важнейшее событие. При личной встрече с Зулейхой Бекировой Эльвира задала очень важный вопрос. Вопрос, который не задают даже профессиональные этнографы. А что означают эти орнаменты? Оказалось, что орнаменты имеют не только название, но и четкие значения, раскрывающие, как оказалось, тему продолжения рода. Полученная важнейшая информация от первоисточника сыграла не менее важную роль, чем облучение уникальной технологии. Это ценнейшее знание послужило основой для восстановления в полном объеме языка орнаментов крымско-татарской вышивки, который в конце прошлого года мировыми экспертами комиссии ЮНЕСКО был признан частью мирового нематериального культурного наследия человечества. Это язык, которым пользуются при создании своих произведений все ведущие мастера крымско-татарского декоративного искусства. Эльвира Османова – лучшая мастерица Крыма. В числе ее учеников Зарема Мустафаева, Халикде Кипчакова, Хатиджа Юнусова, Лиля Каишева, Алиме Гусенова, Алия Татарова. Работы Эльвиры и ее учениц уже много лет украшают многочисленные выставки в Крыму и далеко за его пределами. Настоящая книга издания – это еще один шаг в развитии крымско-татарской культуры. Внимательное изучение традиционной крымско-татарской вышивки в музейных и частных коллекциях позволили Эльвире обнаружить десятки ранее незафиксированных Полиной Яковлевной Чепуриной швов. Эти швы вошли в новую книгу, составляют ее основную ценность. Эта история еще раз доказывает, подтверждает тезис о большой роли личности в истории. Вот деятельность Эльвиры Османовой сыграла решающую роль в возрождении одной из самых ярких страничек нашей уникальной, богатейшей традиционной культуры. Ее имя можно поставить в ряд с именами довоенных собирателей, исследователей с именем Зулейхи Бекировой. Поздравляю Эльвиру от себя лично, от членов творческого объединения «Чатырдак» с новым творческим достижением. Дочитал, наконец. Сау. Çok sağ olunuz Mahmut ağa, öyle тамырларından başladınız. Böyle dolu ve meraklı çıkış için çok sağ olunuz. Biz sübetimizni... Bugün buğa da bir iki söz koşmağa isteyim. Bugün bir kişini de anmağa isteyim. Ситмемет Меметов деген bir adam. O da bu nağış meselesinden bek meraklı adam edi. Başlangıç etapında turaydı. O da bir entuziyast. O evimizге келіп айтқан еді, что мына якында Москвадан бір апайчық кележек, насылдыр бір уникаль нағышқа огретмек үшін. Yazılmaz дейсің деп сұрады ебет. Мен олай, ебет, башта мен мықламанен оғраштым, ама мықлама деп мен белледім ки, о башқа бір насылдыр бір қырым-татар усулы. Тек біздің милли усулымыз деп белдедім, ама Ситмемет аға евімізге келіп бірінші немелерін, нағышларын көстерген соң мен анладым ки, бұл мұқлама техникасы бүтін дүнияда дарқалған бір техника. Mesela biz Өзбекстанда yaşағанда біздің қоншыларымыз бар еді. Олар бөле шейлерін ішлетіп шығарайдылар базарға сатмақ үшін. Güzel той халатлар тікейділер, еркек халатлары, допылар, алтынмен нағышлайдылар. Очень оны, усулыны, оның техникасымен балақтан таныйым.
Сетмемет аға оны көстергеннен мен анладым ки, что тек біздің милли нағышымыз дүгіл деп анладым. Сонымен дедім, Сетмемет аға бағышлаңыз, Алла рахмет елесін. О вақты мен айттым оға, мен дедім, бұл мықлама техникасын бегенем, ама о мені ішім дүгіл, мен башқа бір ши беклейім, башқа бір ши істейім. Біздің миллетімізде башқа бір ши олмақ керек. Біздің милли, тек біздің халқымызға есас бір нағыш олмақ керек деп исетем деп оға деген едім. Сон ярым ел арадан кечер-кечмес емізге келіп айтты, мына Москвадан кележек Зулиха Ожа огретмегести насылдыр бір уникаль техникаға. Yazылдым о курсларға, ама о заман мен даян ішке кірген едім, о еллары ішке ерлешмек бек қиын еді. Onun için мен яңы бір ішчі оларақ nasıl eteyim eкен bu екі hafta arasında, nasıl men o derslerin nasıl katlayacağım, nasıl öğreneceğim деп başım kataydı. Son dedim, ay была не была, не olsa olsun. Заведующinin алдына кірдім, dedim, açıktan açık ayттым. Білесіз, мына более бір şey, екі hafta içinde мен 1,5 saat iş вақытында жойылып кетмек керекім. Егер мүмкін olsa, маға оға бір неме имкан беріңіз десем, Яқшы деді, ама соңына сен о саатлерін çalışырсың. Яқшы япарым дедім, только мені мына бұл 1,5 saatке еберіңіз іштен. Onun için Зулиха аптенің бірінші күні танышқанымызда айттым, сізге бір балабан рижам бар, бұл яңы бір шекілін көстергенде 1 saat, saat 11-ден 12-ден 1 saatны анықлайық та, о saatке doğru мен етіп келейім. Яқшы деді, о да Yok demedi, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Bugün onu da ruhu kuvanadır, belesem. Öyledir. Evet. O dedi, yaxşı, saat 12'de men яңы nağışını göstermeye başlayacağım. Saat 12'ge doğru men yetip geledim, yarım saat dersimde bolaydım, son kendi işe qaytıp ketedim. Akşam yazğanım, çizğanlarım hepsini akşam praktik olarak çalışaydım. Öyle etip işte 2 hafta geçti. Son Сетмемет аға Зулиха аптені озғарды вокзалға. Вокзалдан бізге қайтқанды. Маға селям yolladı. Dedi, мен Эльвира Османоваға бір селям yollamаға істеймін. Sözüm бар деді. Vay, қайырлым деп мен де шаштым дедім. Бекім ярамай бір ішім бежер алмағандырым бекім десем, о деді, жоқ, о айтты, Эльвира Османоваға айт, бұл ішін ташламасын. Onun için bu sebep, bu devam edeceğim sebebi de biraz onu da sözleri oldu. Onun vasiyeti. Onun vasiyeti. Onun için sanırım onun vasiyetini yerine getirdim ve onun ruhunu şad ederim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz sübetimizni da devam etermiz, ama şimdi biraz kısa muzikalı bizde teneffüs. Sanaga Arsen Bekirovni çağıramız, davet etemiz. Buyurunuz. Бүгінгі ақшамыңыз қайырлы olsun ve elbette sizler için bugün kalkıyor akşam olsa jigitler ay. Akşam olsa jigitler ay, binerler atğa. Akşam olsa jigitler ay, binerler atğa. Eğer canım sağ olsa hiç vermem canha. Eğer canım sağ olsa hiç vermem canha. Ay gidi senin talbenin
Kamış koluna ay gidi senin talı belin ay kamış koluna gül bahçada kolunay jürgen çolunay gül bahçada kolunay jürgen çolunay Aylandı baş ketdi akıl kalmadı mende Aylandı baş ketdi akıl kalmadı mende Tenim kaldı tentide vay canım sende yar kaldı tentide pay canım seninle ya Çok sağ olunuz. Arsen Bekirov akşam olsa türküsü ile. Biz ise devam etemiz ve men hatırlatmağa isteyim. Bu Merasim Karadeniz Production Studiyası tarafından hazırlandı ve biz şimdi canlı yayındamız. Bizim seyircilerimiz bizni QTV adlı YouTube kanalında bakar. Biz ise devam etemiz. Siz endi başladınız bu sualga cevap vermege. Niçin siz aslında başladınız böyle nağışlamağa, nağış ne nağışmağa? Çünkü Mahmut ağa bana aytты, zenatınız başka. Yani biyolog. Öyle biraz yani başka zenatınız. Aslında balalıktan böyle bir el sanatlarından uğraşmağa meraklı edim. Zaman vakit geçirmege, kitap okumaktan, müzik dinlemekten başka bir meragım da var edi bu el sanatlar. Onun için oraydım, nağışlaydım, anam da nağışlaydı. Şimdi neme bir yol aytayım bu kitap meselesi için. Anama büyükten büyük bir minnetdarlığım bildireyim. Anamız mında şimdi zalda. Mında neçin desеңіз, onu kol tuttu mağa. Bu kitapны dünyaya getirmege, bütün nazar aytayım sizge, maddi tarafını hepsini anam özüm üstüne aldı. Onun için kol tutkan için men oğa bek minnetdarım ve Allah sağlık Allah Teala oğa uzun ömür versin, sağlık dileyim ve çoktan çok sağ olun. Amin. Allah sağlık versin gerçekten de. Hemen de sarı koftan. Utana. Maşallah. Çok sağ olunuz, biz de aytamiz. Gerçekten de böyle kol tutup, böyle destek pek mühim ve pek gerek bizge. Sualыңыздың devamına işte cevap etmek için işte balalıktan başlanған bir merak. Ama Kırım'a koçup men 12 yaşında edim, biz Kırım'a. Siz erте qayttınız Kırım'a? Erте qayttık, biz 72 senesinde qayttık ve kıyın günler gördük. Babam hapiste atıldı, 1,5 yıl hapiste yattı. Biz anamla ikimiz işsiz kaldık.
қиын замандар кечірдік, ама аяқ үстіне қалмайға бежердік, Аллаға шүкір. Біздің қырым татар миллеті қолай йықылмас. Анам айта, нас можно согнуть, но невозможно сломать. Onun için işte babam қайтқан соң енді біраз яшаяш еңгілдешті. Сон бір чаре тапып шерге көчтік. Ама мына шерге көчкенім себебі де мына бөлек курсларға да қатланмаға насип болды. Ветатар ішлемеге, огренмеге насип болды. Койды яшасам бекімді ештімезедім, білмезімді бөлек курслар өткерілгенін. Onun için her şeyin bir sebebi var, причинно-следственные какие-то вот такие моменты деген, да. Демек, шон үшін башладыңыз нағышны нағыш? Aslında білесім, мен мерақлы едім, бұнан недайын нағыш екен деп. Ама бірінші дерстен көрер-көрмез мұнда фильмде де айтам. Бірінші нағышын көргенде мен анадым, бұл мен ішім, бұл мен япма істеген ішім. Юректен бегендім. Doğru айта Мамутаға, что юректен бағландым бұл меселеге. Onun için Зулиха Абдираметлі егер айтмаса да бұл сөзлерін маға мен епірді оны девам етежек едім. Çünkü фікірім бар еді, бұны девам етмек, оны түбі тамырын қарыштырмақ ве яқшы етіп темеліні огренмеге өзімді ниетлі едім. Onun için мына бұл китапчық, маға Чепуринаны мына бұл китапчық, 38-й ел басылған китапчық, маға бек балабан ярдымжы олды. Мында 47 дане шекіл кірсетілген татар ішлеме техникасын. Сонымен оларын практик оларақ çalışma башлағанда, мында егер көрсеңіз схемалар, енді 38 сенесіне шыққан шейін схемалары насыл олacak. Ебет более саймасы қиын, а у нас счетная вышивка. Нам нужно считать нити основы. Каждую ниточку основы нужно отсчитывать и делать точный уток в том месте, где и положено. И обратно точно так же делать уток в уток. Это, в общем-то, кропотливая работа. А эти схемы, қызлар айталар, ой, Эльвира ханым, тут так тяжело считать их, прям как вот тут глаза сломать можно. Сонымен Оли лафлар ештікен сон дедім, тоқтачы. Демек, яңы китап язмақ керек, яңы схемалар, чтобы глаза не ломали. Енді өзіңіздің китабыңызна көрсетіңіз, насыл, онда пек қолай мұна, нағышшылар үшін пек пайдалы. Это уже как учебное пособие. Вот сравните те схемы, которые я вам показала, да, и вот эти, где можно производить счет, прекрасно, замечательно. И вот здесь рисунок исходный, вот как этот шов должен выглядеть в законченном виде. Вот вы можете листать и выбирать, потому что модница, это такая крымская модница татар ишлеме, у нее очень богатый гардероб. Так что и можно делать просто шедевральные вещи, только нам нужны новые силы. Молодежь нам нужна, чтобы вот она точно так же увлеклась этой вышивкой и дала ей новую жизнь. Вот эта книга, мына бу китап меселя, о усталар үшін, яда один саналар меселя мен оны açып бақсам. Жоқ, бұл усталар үшін гүл, мен оле яздым, оле бір түшіндім наз етіп язайым деп, бұл бір дерслік оларақ. Ама башланғыч оларақ ич олмағанда, не үшін десеңіз татар ішлемен өзлеріне көре бір сырлары бар, о сырларын огренмек үшін, ич олмағанда 5 практик дерс кечірмек керек. Ама 5 дерстен соң, бұл китапын қолтықлап кетселер, үйде ялаш-ялаш ішлерін япа білерлер қолай-қолай. Ама суалер, мына меселе қызлар бір шелер япалар, мен айтам, өз башыңызға бір шей япмаңыз. Егер суалыңыз болса, геже олсын, саба олсын, не вақты олсын, телефон açыңыз, сораңыз. Не дайын япайым. Доғрым дүгілім. Не үшін десеңіз, Қырым татар техниканы бек чок инжеліклері бар. Ринг меселесін, орнек меселесі, техник меселесі, әршейіні бөле кеніш аннамақ керек ве огренмек керек. Onun үшін 5 дерсте меселе о білгіні бермеге мүлкін дүгіл. Сәді тек техники усуларыны көстермек мүлкін, ама оны рухыны огренмек керек күнден күнге. О яваш-яваш огренілежек бір санат.
боюлга түшкөн соң энди инсандар боюлдан чекилип бола алмайлар, менимче. Doğru. Чүнки десеңиз, бул бек зеңгин бир дүйнө, биздин калкымыздын инжи рухуну көстөргөн, зевканы көстөргөн. Сон меселе мына шында музейлерде биз чоң шейлер көрөбүз, чыркын шейлер doğrusун айтайм. И айтайбыз, вай, бу татар нагышым экен деп бир гары бир шечиклер көрөбүз да. Сон немелер, подвижниклер о меселе чында чоң шейлер яздылар. Биздин миллетimiz, как айтайм сизге, деградация искусства, эл санатын более күнлеринде кечирди биздин халкымыз. Onun үчүн сырья не хватало, умений не хватало, знания тоже были потеряны, орнаментальные. Поэтому вышивали вот какие-то такие, знаете, можно сказать, карикатуру. И сейчас очень часто в музеях можно вот видеть эти жалкие изделия, и по этим жалким изделиям могут судить о культуре нашего народа. Но ведь это не так. Мы знаем, что это не так. Поэтому мы сейчас должны выдвинуть на первый план шедевральные вещи, чтобы народ понял, что такое наше искусство, высокое искусство. Я вам хочу рассказать один фрагмент, который произошел в Польше. Я там была на стажировке, училась ткать на жаккартовых станках, огромные такие станки. Просто поехала на стажировку, поскольку я увлекаюсь ткачеством тоже, килимы тоже тку. Анда тоқылған шейлеріңіз де бар, тоқылған шейлер де бар, бір-екіден тоқылған шейім де бар. Сон біз мануфактура, королевская мануфактура пана Маковского. Анда келді бір балабан делегация Франциядан, приехали модельеры и декораторы. Вот. И сон пан Маковский мне: Эльвиру, иди сюда. Деп мне украинча мен чағырды. Мен келдім, что неси свои работы, покажи. Тут гости хотят увидеть. Я принесла свои работы, они разложили на столе все это. И вот они и так крутят, и спрашивают: а где здесь лицо, где здесь изнанка? Я говорю: здесь нет лица и нет изнанки. Наша вышивка, я ее называю двойная улыбка. Понимаете? Наша вышивка — это двойная улыбка. А один молодой человек сидел, молча рассматривал, а смотрю, у него по щеке слеза течет. Он так, понимаете, вот он проникся, эмоционально как-то проникся вот этой техникой, этим орнаментом, цветовой гаммой. Он говорит: это настолько гармоничная вещь, вы знаете, говорит, ее хочется все время держать в руке и разглядывать, изучать. Вот. И наряду с этим еще какие-то, вот, понимаете, хорошие мысли меня сопровождают. И вот эти мысли, говорит, выдавили из меня слезу. И он говорит: вы знаете, если бы вы жили во Франции, с этой техникой можно было бы творить чудеса. Я, говорит, даже примерно знаю, что бы я сделал. Понимаете? Вот. Европейцы нашу культуру очень высоко ценят. Когда я была в Омане на фестивале международном, к нам приходили, вот арабы проходили мимо. Они как-то не могли оценить этого всего. Все-таки европейская публика, она более образованная в плане своя традиция, и они очень хорошо понимают, что такое ручная работа, что такое искусство. Видимо, их в школе еще вот этому учат, как-то прививают любовь и эстетические какие-то прививают вкус, развивают. И очень много было туристов из Великобритании. Вы знаете, они: о, two-face embroidery, о, two-face embroidery, very good, very nice. Вот тогда у меня появился вот этот термин «двойная улыбка», потому что двуликий не могу сказать, это намекает на что-то не очень хорошее, а вот двойная улыбка — это да, это наш. Да. Эльвира ханым, мына енді бір қач кере бүгін айтып бердік, яғни сүргінлік ақыбетінде чоқ шейлеріміз, санатымыз белке ғайып болды, ама сонра біз мына қайтқанда шымды де оларны ғайрыдан тіклемеге тұрышамыз, жануандырамыз, ама белке де қалды да бір насыл дейм, огренілмеген шейлер, тікішлер, нағышта, мына бұақта не айта білесіңіз?
татар ишлеме техникасын айтачак болсам, огренилмеген бір ши қалмады. Темелінен епсін таптық, көтердік, мына китап yazıldı. Енді бұйырыңыз çalışmaға огренмеге. Ve әрбір үйге татар ишлеме бір евжияр олам, учкур олам. Аслында білесіз, мен бір біздің ескі әдетлеріміздің жанланырма бек істер едім. Mesela bu uçkur meselesi bizim yaş kızlarımız olacak arkadaşlarına, omur arkadaşlarına, öz kollarından, öz ellerinden birer uçkur nağışlasınlar. Ne için deseniz, это такие вещи. Как бы, Учкур мында бар. это свадебный поезд жениха. Он входил в состав обязательных 9 обязательных предметов. Ну, конечно, сейчас мы не будем рубашки, там какие-то штаны или еще что-то, да, это сейчас уже не... Он япсахта улайбет, донлар, кольмеклер, ткмек, мулькон. Ама меселе bu учкур Киев немесе той мерасимінде тақыла. Onun мотивы родовое дерево. Это очень важный момент, потому что там закодирована информация в этом. Поскольку вот мы с вами сидим, сколько нас здесь человек, у нас существует число, месяц и дата рождения, правильно? И мы относимся к какие-то планеты нами управляют. Нумерологи это лучше знают. Но я хочу сказать, что вот эта вышивка, она тоже состоит из числовых комбинаций. Вот. Это тоже своего рода дата рождения этой вещи. И кроме того, каждый шов имеет свою числовую комбинацию. И если все это нумеролог рассчитает, а это очень легко сделать, все виды швов скомпоновать, соединить и в итоге вывести одно какое-то определенное число, и мы можем сказать, какую энергетику несет это изделие. Понимаете? Это очень интересно. Да, и у каждой работы свой характер. Как у нас, вот у людей, у всех у нас свой характер. Потому что мы рождены все под разными знаками зодиака, и у нас свои какие-то особенности, свои достоинства, свои недостатки. Вот. Но мы о недостатках говорить не будем, мы только о достоинствах. А вот. Расскажите про какую-нибудь работу. Вот это же тоже учкур. Вот да? Это учкур, вот Мамутага, наверное, знает, это из эскизов, да, это копия эскиза. Я цветовую гамму передала, вот какая была на эскизах. Да, и мы вообще, поскольку мы на начальном этапе, мы технику освоили, но мы не знали орнаменты, поэтому я понимала интуитивно, что я не имею права изобретать велосипед. Как бы я не имею права вышивать там фиалку какую-то или ромашку какую-то, понимаете, абстрактное что-то, только потому что это красиво, потому что мне это нравится. Многие наши вышивальщицы совершают вот такие ошибки. Они учатся технике, а потом начинают заниматься самодеятельностью, скажем так, и тратят уйму времени на изделие, которое не является крымско-татарским в итоге. Поэтому нужно изучать все в комплексе. Технику нужно изучать вместе с орнаментом обязательно. Обязательно, это в обязательном порядке. И когда я начинала, я про орнамент ничего не знала. Единственное, вот Мамутага сказала, что я у Зулихи Бекировой спросила, что это означает, элементы какие-то. Она мне назвала тогда 4 элемента. Роза, бадем, гвоздика и тюльпан. Вот. На розе она остановилась отдельно, она сказала, роза – это женщина. Потом сделала паузу и сказала, замужняя женщина. Еще палец так подняла и сказала, замужняя женщина. То есть, понимаете, роза. Да. Знак. Да, она символизирует знак замужней женщины. Да. Вот это она так. Вот я даже сейчас вот вспомнила эту интонацию и вот этот жест ее. Вот. И вот этот учкур сделан по эскизу, по старому эскизу, поскольку, вот я уже сказала, что чтобы не изобретать то, что уже изобретено многими веками, многими поколениями, я интуитивно поняла, что я должна просто копировать. На начальном этапе я должна просто копировать то, что мы имеем, то, что мне нравится из того, что я знаю и вижу. Вот я пошла этим путем, ну а потом мы стали, вот в 97 году, когда уже вопрос орнамента поднялся, мы начали все вместе изучать, исследовать как бы.
Вот, и более пристально и внимательно изучать наши орнаменты, и поняли, что там есть какая-то закономерность, и композиционная, и смысловая. Вот. В общем, это очень богатый, интересный материал, который нужно изучать. И уметь читать, потому что наши предки умели это делать. Они очень хорошо умели читать знаки. Вот, в культуре Востока не было никогда такого, например, неприлично было задавать вопрос, замужем ли дама, и сколько она там имеет детей. Сейчас мы можем легко это делать, для нас это уже не является каким-то препятствием. Нет, ну мы и сейчас как бы да, но это не можем это я делать. считаю, что это такие сокровенные какие-то вещи, конечно. Когда человек хочет, он говорит, но спрашивать в лоб, вот это некрасиво и вульгарно. А по костюму, по элементам на костюме, эту информацию можно было просто считать, и не нужно было спрашивать ничего. Уже было все ясно. Какое ее семейное положение, имеются ли дети в семье. То есть по элементам на ее одежде эту информацию можно было считать. Мына сіздің ішлеріңіз чоқысы шахси коллекцияларда болуна ве бөлек коллекционерлерден бірі Рустем аға Дервиш. Базы ішлеріңіз оның Дервиш евіні яраштыра. Шунчын Рустем ағаны сөзге дәвет етмеге істейдік. Мен шында айтып кетейін, біз Рустем бейінен 2013 жылда таныштық. Ол бірінші кере татар нағышыны уақытта көрген еді, бейгенген еді, айтқан еді. Да, сенде не қадар ишің олса, епсін мен сатып алам. Я про этнотур наш вспомнила. Чалшау. Бuyurunuz. Селям алейкум, достар. Очень рад всех вас видеть. Сейчас Эльзар Рустем стоял, разговаривал, и я говорю, уникальные люди, все-таки вот, наш народ. Во-первых, отдельное спасибо тем людям, которые вообще все вот это вот здесь построили. Организовали. Где мы... Нет, организовали это другое. Да. Что мы можем прийти и здесь это все видеть, сидеть, наслаждаться. Да. И тем, кто это организовал, это отдельная благодарность. Я все время хожу, и их у меня в голове они всегда. Илья Ханум, она всегда занята с телефоном. Вот. Ну, во-первых, это мой друг. Мы давно друг друга знаем, и я вот сейчас сижу, слушаю все это, и вспоминаю, мы же на кухне у нее провели очень много времени, и я видел, как это все происходит. Она об этом говорит уже много лет, об этой книге. И я видел этот процесс. Она, если кто книгу уже взял, там рисунки этих элементов орнамента. А она это, каждый орнамент вышивала, это должна была быть фотография, это огромный объем работы, она год или два вышивала все это. Я на нее смотрел, думал, я бы с ума сошел, не знаю. Блаженная. Да, да. Ну, нормальный человек это не сделает, это ненормальный человек. Я рада. Быть ненормальным. И мало того, то, что она вышивала, ей фотограф какой-то сказал, так не пойдет, она это все убрала, давай рисовать теперь все это. Еще год прошел. Да. И вот это все мы наблюдали. Я, честно говоря, уже думаю, когда эта книга выйдет уже. Она когда мне звонит, я на следующий день к ней домой примчался. Первый, кто держал в руках книгу, это был Рустем Дервиш. Ну, столько ждали. Как только он говорит, можно я приеду? Я прямо сейчас приеду. Я говорю, конечно. Да, ну это, я не знаю, я очень, ну, результат, понимаешь? Искренне, да, когда вот это человек искренне, да. просто работает, это одно. Да. Если это ничем не заканчивается, ну, как Трутень, что-то делает, умер и все. И бесполезно, да. Да, а когда есть результат, то не зря. Поэтому, ну, понятно, что Эльвира, это как вот лупа собирает лучи в одну точку. Она собрала много лучей в одну точку, потому что много людей вокруг нее, много друзей. И все в итоге вот она сфокусировала, и получился вот такой результат. Я очень рад, очень счастлив, доволен, что у меня есть такой друг. Я тоже очень счастлива. Мало того, она теперь говорит, я теперь дальше еще одну книгу пишу. Да. Теперь процесс начался заново. Лед тронулся. Вот. Да. А я, пользуясь случаем, Мулькуноса, хочу отблагодарить Дервишеве. У него был день рождения
А сейчас он свою коллекцию нам предоставил здесь показать. Вот я ему соткала такой. Назар Терега. Забрал так быстро. Это вот корни дерева. Уникальный человек. И к ней, когда домой приходишь чай попить, она обязательно, когда уходишь, она провожает тебя, оглядывается, что бы снять со стены и подарить. Да, вот да. Бонжухлар. Короче, то, что у нас сейчас в музее, вы можете увидеть все эти вещи, то, что она мне дарила. Это все сохранил у нас все в музее. Вот очередной подарок Сагул. Сагул Рустем, я очень благодарна, что вы у меня в моей жизни есть, друзья мои. Да. И книга, а как же обязательно, да. Сагул. Подожди. О, мои изделия, если что. О, обмен товаром. Кстати, про орнамент. Вот здесь вот мы, медники, немножко страдаем, что у нас нету образцов. Вот вышивка сохранилась, потому что ее, наверное, легко было с собой увезти, когда тебя за 15 минут с автоматом в руках выгоняли из дома. Вот. Ну, с собой гугу мы не повезешь. И это было сильно... Везли, да, но не так много. Поэтому мы сегодня выкручиваемся, используем орнаменты с вышивки, с позволения наших гуру вот, на меди, поэтому мы счастливы. Пытаемся копировать, и так что здесь не просто. Безногадар Динган. Да, книгу не забудь. Да, и пакет тоже должен. Сагул Рустем. Сагул Рустем, ага. Ну все, следует. Мусафирликке келгенде каве филжанлары бу табакнен чыгачак. Супер. Жезве де керек, кысмет, о да болор. Енді бір такым болсын. Шымды се кене музыкалы бір тенефюз санада Мавиле Мамбетова. Buyurunuz. Все, Эльвира Ханум. Ты меня озолотил просто. Все. Хаве пьем у нас. Все равно сами. Да, конечно. Машалла. Ой. Это хорошая примета, да. Кто-то спешит к нам на наш хаве. Кто-то спешит к хавеге. Да. This
Çok sağ olunuz. Sabriye Recepova'nın en belli türkülerden biri mecbur oldu ve onu icra etti. Onun torunu, canlı ses galiba Mavile Mambetova. Çok sağ olunuz. Şimdi ise sanağa Yıldızlar Ansamblının solistleri çıkacaklar. Yırladık şimdi oynamağa da sıra geldi. Buyurunuz, Yıldızlar Ansamblının solistleri. Sağ olunuz. Maya Anafiyeva'nın şagirdleri, Yıldızlar Ansamblının solistleri Ağırava ve Kaytarma. Sağ olunuz. Biz ise devam etemiz ve bizim suhbetimizge musafirlerimiz de koşulabilir. Sualleriniz, hayırlılarınız olsa buyurunuz. Мүмкін olsa мен бір идея да yapmağa isteyeyim. Mahmut ağa. Siz de sağ olunuz. Çok yıllar devamında çalıştık. Bir-birimizden pek çok şey öğrendik. Mahmut ağa da pek çok yaş nesillerge baya büyük bilgiler beri. Onun için isesin ölçemek mümkün değil. Onun için o da bizim hocamız. Sağ olunuz. Bizim ustalarımızın hocası Mahmut ağa Çuruğu. Sağ olunuz. Buyurunuz. Yenkecan Kadın Kızlar Klubu. Buyurunuz. Ben sana yazarım Mahmut ağa.
бүгінгі кітап тақдимдаймыз біздің де байрамымыз, біздің клубымыздың. Çünkü klubumuz teşkil etilgen birinci günden Elvira Hanım bizim yanımızdaydı. Bizim en aktif abonecimiz, okuyucumuz, bizim en aktif azalarımızdan birisi ve her daim bizim yanımızdaydı. Şimdi Rustem Derviş aytты, men o kadar bekledim bu kitapni. Men aytmas deyim, biz 3 yarmarka bekledik bu kitapni. Birinci yarmarkaga bilesiz, zaявка berilgan edi. Elvira to'g'rimi? Ikkinchi nega yarmarkaga berildi. Uchinchi yarmarkaga da berildi ve her vaqt so'nggi vaqtda yo'q, da yetishtirmedik. Yani aytacağım biz 3 yarmarka bekledik. Bu yıl kısmet olsa 4. yarmarkada bu kitabı yaraştırır. Ve endi menda Elvira Hanım'ın anası Vilarabte Şötkin hakkında aytmağa isteyeyim. Bu şimdi arkadaşlar ayttılar, tesadüfen oldu, случайно встретили Зулиху Бекирову, случайно, ничего случайного в жизни не бывает. Her şey Allah'tan. Allah bu yollarını rast getirdi. Yeter ki niyet olsun. Elvira'da bu niyet var edi. Vilarabte'de bu niyet var edi. Vilarabte ve Elvira'nın babası Milli Hareket'in en aktif iştirakçilerinden biri. Onların sayesinde, onların hizmeti sayesinde biz mına şimdi Bahçesaray'da bu muhteşem Aşlama Saray'da oturamız. Yani o insanlar Kırım'a kaytıp 70. yıllarda en ağır hışımlı günlerini olar geçirdiler. Babası hapishanede dedi. Ne için hapishaneye düştü 70. yılda Kırım Tatarlar bilesiniz. Yani Milli Hareket'te iştirak etken için, Kırım'da yaşamağa, o'zining vatanında yaşamağa istegeni için. Vilarabte de mesela Moskvaga birkaç kereler halk vekili olarak Moskvaga bardı. Bütün mitinglerde iştirak etti. 70. 80. yıllarda mında Kırım'da olar bizim kaytmamız için temel koydular. Ve şu temel sayesinde biz mana şimdi mındamız ve böyle bir kitaplarını takdim etemiz, kuvanamız. Sağ olsunlar, men onların o günde tiz çöküp temenni aytayım. Vilarabte o günde de, rahmetli babasının o günde de. Yani onların hizmetleri ve Elvira anasının babasının bu mukaddes işini devam etti. Yani anası babası milletimizin Kırım'a kaytarmak işine hizmet etken olsa, Elvira milli variyetimizin, milli baylığımızın kaytarmak için hizmet etti ve eti. Ve Züleyha Abte'nin onu rast getirgeni ve ona vasiyet etip Elvira şimdi elbet mütevazilik etip aytmadı. Züleyha Abte o vakit aytdı, men endi rahat o dünyaya ketebilirim ki çünkü benim işim gayip olmayacak, Tatar işleme gayip olmayacak. Men bunu bir işançlı kollarga berem, işanam bu işini dep. Ve Elvira bunu en yaxşı, en muhteşem şekilde devam etti. Men pek kuvanam, bizim bütün kitapını o kadar beklegenimizin nesi var eken, sebebi var eken. Ardı gür olsun ve belki daha kitaplar çıksın. Bu kitap elbette ki hepsimiz için büyük bir bayramdır. Hayırlı olsun, sağ olunuz. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Birinci sanımız. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Buyurunuz, Tefide Hanım muhterem galiba sözge çıkacak idi. Buyurunuz, Alupka'daki Ahmetхан Sultan Müzeyinin rehberi. Я хотела бы сказать, всех приветствовать, поздравить с книгой, которую действительно мы много ждали. И хотелось бы сказать, что в 2000-х годах в Алупке был проект из Бахчисарая. К нам приезжала молодая девушка. И в Алупке мы собирали 10 девушек на 10 дней, обучать их крымско-татарской вышивке золотом. И в эти 10 человек вошли не только крымско-татарские женщины, но и местные женщины, которые пожелали вот учиться. У меня у самой тоже есть 2 вышивки, но дальше этого не пошло, с другим занималась, к сожалению. Но все время думаю об этой вышивке, потому что девушка, которая нам преподавала, к сожалению, вот не помню, как ее звали, она у нас была. Но я хотела бы вам задать вопрос. Читая о украинской писательнице, поэтессе Лесі Украинки, я знаю то, что она приехала сюда лечиться в Крым, жила в крымско-татарской семье, очень много видела, и очень ей нравились вообще крымские татары, их обычаи, традиции. И когда она впервые увидела крымско-татарскую вышивку, она просто была удивлена настолько, а мама ее занималась вышивкой.
профессионально. И она матери написала: «Мама, ты должна это видеть». И отправляла ей именно рисунки крымско-татарской вышивки. Хотелось бы у вас спросить, изучали ли вы или видели ли вы украинскую вышивку, и встречаются ли в украинской вышивке крымско-татарские орнаменты? Глубоко не изучала, но имела возможность лицезреть эти работы. Вот Ульвия Ханум Аблаева здесь сидит. Мы посетили с ней однажды во Львове академия, да, по-моему, Мистец, да. И нас там любезно приняли и открыли свои архивы и вывалили буквально огромное количество вышивок по регионам, потому что Украина тоже очень многоликая. Вот как мы здесь, вот, знаете, как в Крыму, точно так же и в Украине каждый регион чем-то отличается. И свои швы у них, своя цветовая гамма, свой орнамент. И по вышивке на вот этих вышиванках они могут определить, какой регион представляет та или иная вышивка. Вот. И тогда нам показали очень много вышивок. И тоже, вы знаете, вроде бы как будто бы вот двухсторонняя вышивка. Они сказали, что у нас тоже есть двухсторонняя вышивка. Ну, и мы, конечно, полюбопытствовали, что же это такое. Надо сравнить с нашей крымско-татарской. Но я хочу сказать, что это совсем другое. Их вышивка базируется на совсем другом основополагающем стишке, который называется обводной шов, или, как его называют еще, гобеленовый шов, или по-татарски сарма. Он у нас тоже очень хорошо и широко используется. Он считается одним из одиночных швов. Ну, кто приобретет книгу, они поймут. Там я провела классификацию швов, да. Вот, одиночные швы, групповые швы. И вот мы видели очень много изделий, вышитых из разных регионов Украины. Но хочу сказать, что ни одно из них не напомнило мне Крым по технике. А по орнаменту я хочу сказать, что какие-то, да, у нас вот какие-то мотивы созвучные есть. Не могу сказать, что это совсем другой полюс. Что-то созвучное есть, потому что все равно, как ни крути, у нас географическое соседство и взаимовлияние культур было. Вот, и поэтому, безусловно, в орнаменте, я даже в Польше, вы знаете, в польской вышивке нашла очень много сходства с нашей крымско-татарской вышивкой. Именно элементы какие-то. Но оформление этих элементов радикально отличается от крымско-татарской традиции. Поэтому вот если эти нюансы знать, конечно, тогда можно сказать точно, чья это вышивка, украинская, румынская, болгарская или, допустим, украинская вышивка. Швы у всех народов плюс-минус похожи. Вот тамбурный шов, я говорю, Узбекистан сделал мировым брендом, вышивая свои прекрасные сюзанны, правильно? Сейчас тоже в любом уголке мира, когда слово «вышиванка» слышим, сразу все знают, о каких изделиях идет речь. Да. Точно так же очень популярна среди специалистов, допустим, кайтакская вышивка, дагестанская. Она просто, это космос, это просто какой-то космос. Вот. И хочу сказать, что у каждого народа есть свой бренд, своя фишка. Вот наша фишка – это татары-шлеме, только татары-шлеме, больше ничего. Махлама, да, она у нас была, но это не исконно крымско-татарская техника. Эсап и шлеме, весь Средиземноморский бассейн, весь Черноморский бассейн, очень много народов, даже Синайского полуострова вышивают в технике эсап. Только отличается цветовая гамма и орнамент. То, что выдает именно какую-то определенную культуру национальную. Весь мир соединил вот эти вот 7 простых ручных стежков. Я иногда шучу про себя. То, что не удалось сделать мировому пролетариату, сумели сделать 7 простых ручных стежков. Они объединили весь мир, понимаете, весь мир. Просто у каждого народа своя изюминка, своя отличительная черта и своя технология. Вот. И то, что веками отбиралось, и концентрировалось, как-то кристаллизовалось, вот, и характеризует на сегодняшний день культуру того или иного народа. Поэтому, если вот начинаешь глубоко это все изучать, это очень интересная тема.
Вот по поводу украинской вышивки, да, с орнаментом у нас иногда бывают какие-то вот элементы, особенно дерево жизни. Оно очень часто у многих народов похоже. Другие мотивы, может быть, другие. Но техника радикально отличается. Чоксагунс, я думаю, наша культура пополнилась еще одной такой уникальной книгой, по которой молодежь уже может тоже это все изучать и понимать. Чоксагунс, ну и приезжайте в нашу Алупку, в наш музей, дважды Герой Советского Союза, Амитхана Султана. Будем всех рады вас видеть. Чоксагунс, Belki de musafirlerinin sualleri бар. Buyurunuz. Belki kitabını endi algan, bakkan insanlar var ve belki bir sualler peyda oldu. Конечно, buyurunuz Заремов те. Зарема Тросинова, buyurunuz. Наконец, книга издана. Ама микрофон раз. Да, можно. Наконец, книга издана, долгожданная. Твоя гражданская позиция, твой гражданский долг ты исполнила. Сегодня я слышала тебя с огромным наслаждением. Жаль, что невозможно посмотреть все, что ты творила, потому что это настолько изысканно, красиво. Достойно вообще нашей нации. Вот, ты понимаешь, ты с такой любовью говоришь, так основательно до всего докапывалась, до всего дошла и нашла такой высокий момент вот создать, сделать, подарок сделать своему народу, понимаешь? Это огромный подарок, действительно. Бір ишин соңына, бірші япсаң, чтобы это осталось. Он, как Махмуд сказал, должно быть что-то, результат какого-то твоего. Вот эта книга, кроме твоих вышивок. Я знаю, видела в Москве, когда ты делала вот эту прекрасную скатерть с таким мотивом, это все. Я просто поражалась, даже пробовала у тебя учиться, но это просто невозможно. Легче нарисовать, чем это все сделать, да. Возможно. В общем, я с огромной любовью и уважением к твоему творческому порыву, к твоей силе духа, что ты это освоил, сделал. Я помню, как я каждый раз звонила, когда, что, да. Как там дела. Вот, оказывается, столько много народу, все ждали и знали, что ты все-таки на таком пути, и, наконец, 5 лет. Ну, что там еще дальше, что будет, я не знаю. Но главное, чтобы эллерин дерт көрмесін, көздеріне нурлар сачылсын. Ишіңе чоқ мувафақиятлер анаңа да эпсіңе қорандаңа сақ селамет олып. Севем, урмет етем. Sağ olun, мен de sizi seveyim. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun Зарема Ханум. Рустем Аға Меметов де belki de bir suali, belki de bir hayırlavı бар. Buyurunuz. Selam aleyküm, hürmetli vatandaşlar. Pek kuvandım bugün böyle bir merasimge rast gelgenim için. Bugün yırcılık sesim yok ama laf etkende inşallah anlatırım fikrimni. Bu merasimlerini teşkil etkenler maşallah. Allah muratlarını versin. Büyük bir iyilik yapalar milletke. Büyük bir baylık yapalar milletke. Bu merasimler bunun kıymetini bilmek gerek. Bunun kıymeti son bilinecek. Bana endi kitapını aldım. Görüyorsun. Maşallah. Sağ olunuz, var olunuz. Bu bizim tarihimiz, bu bizim zenginliğimiz. Milletler birbirinden nenen ayrıla? Birinci tilden, son adetten, son elbette kiyimden, aşnen, çeşit türlü demek hususiyetlerinden. Bizim milletke yeter millet yoktur dünyada. Bunu başka milletler de yaxşı anlay. Çünkü tilimizde iki tamır var. En zengin til Türkiye milletlerinin arasında Kırım Tatar tili. Onun için birinciden tilimizni joymayık. Böyle hazinemizni yaşlarga göstereyik, zenginleştireyik. Yaşasın milletimiz, yaşasın vatanımız. Sağ olunuz, var olunuz. Siz de sağ olunuz Rüstem Ağa. Gerçekten detayımız yaşasın. Bu... Здесь такой подтекст, здесь все.
Вот ёл шашырма, это не только к вышивке, это вообще к нашему народу. Вы очень правильно подметили. Очень символичное название, по-моему, очень У меня в словах от автора есть расшифровка этого названия, почему я так дал. Не только потому, что епьел шашырма базовый шов, а именно судьба нашего народа. И чтобы шашырмаях ёлмызын шашырмаях, у нас есть маяки, за которые мы должны держаться, и которые нас никогда с праведного пути не собьют. Вот это очень важно. Да, это вот у меня в выступлении есть, так что почитайте. Я думаю, что вы мои мысли со мной разделите. Да, да. Аминь. Для всех нас, всем нам, да. Эльвира ханым, мына енді айттылар, чоқ белі нағышылар, о сізін тәлебелеріңіз, ве олардың арасында Әлиме Гусенова да бар. Оның ішлері де мында тақдим етілді, ғалбайы? Бар. Мына сіздің артыңызда ашадағы. Мына бұл іш. Сонан да артта да бар ішлері, бая бір ішлері бар. Шыншын Әлиме ханымны? Да. У меня их много. Они все звездочки, все без исключения. Әлиме ханым да мында бар, белки де сон хайрылавларға қошылыр. Мұна тәлебелер ақында айтқанда шымды меселе бір курслар кечересіңіз ме? Мұна сіз ожа оларақ. Шынды бұл соң заманларда білесіз, бұл ковид меселесі олған үшін біраз бұл курс меселесі біраз сакынлешті. Өзімді қасталанып алдым, анам да қасталанды. О себептен шынды более сақынайдық, doğruсын айтсам, чоқ топлантылы ерге барып, чалышмаға біраз сақынайдық. Ама шынды енді бекім қысмет олса, кене қайтырық ескі күнлерімізге яваш-яваш. Бекім шынды келе атқан қышқа, шынды яз тез кечіп кетер. Қышта енді евде отырғанлар, қадын қызларымыз нағышласынлар. Яш келіншектеріміз ұчқырлар нағышласынлар, тойларын әзірлесінлер. Мұна әвес еткен инсанлар жоқ му, меселя оғырашмаған? Татар ішлемесіне оғадар бұйық әвескерлік көрмейм, не чүн десеңіз, бекім чоқ адам танымайдыр. Onun үшін екінші бір себебі де, бұл кітабын язмам себебі де популяризация. Атанытмақ, көстермек яшларымызға біздің милли ел санатымыздың бөле бір пырылдаған йылдызы оғанын көстермек мақсатымен yazıldı. Машалла. Şimdi ise bu sanağa belli yırcımız Hafize Kasaran'ı davet etmeye isteyimiz. Buyurunuz Hafize Hanım. Hafize Hanım sanağa aşıqa. Güzel bir yerden. Geliniz onu karşılayık el çıkmalarмен. Buyurunuz. Hürmetli hocam Elvira Hanım ve ne etmek isteyeyim, bu sizin işiniz hayırlı olsun elbette. Bütün bizim halkımızın arasında bu bayramdır. Çünkü bu böyle bir iş, tarih iş kalacak ve bütün halkımızda mümine gibi olacak. Yaşlarımız öğrenecekler, okuyacaklar, bilecekler ve hayırlı olsun, artık gurur olsun. Çok laf etmeyeceğim. Amin, sağ olun. Şimdi biz böyle acayip yerdeyiz. Bilirsiniz, fonograma güzel. Ama bir yarım bitçik canlı isteyim aytmaya mümkün olsa kabul etiniz. Çünkü bu manzaraya layık olur. Ve bizim kanlarımızın bu kalıbel beşiği. Men de bilmem sebep kimdir zalimda benden açarsın olur olmaz
tasmalara gizli de sırrı açarsın. Çok sağ olunuz. İşte aydınız bir canlı yer olsun endi. Hepimiz beraber yırlayıp belli yer aydınız. Hayırlı olsun gene de. Yağma yağmur esmede yeller, yoldan yolcum var benim. Yağma yağmur esmede yeller, yoldan yolcum var benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Hey! Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Hey! Aman aman yar aman, aman aman yar aman. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Hey! Bana yavruk nağışlasan etrafında gül olsun. Bana yavruk nağışlasan etrafında gül olsun. Dünya dolu dülber olsa sana nasıl doymalı? Dünya dolu dülber olsa sana nasıl doymalı? Hey! Aman aman yar aman, aman aman yar aman. Dünya dolu dülber olsa sana nasıl doymalı? Dünya dolu dülber olsa sana nasıl doymalı? Haydi şimdi beraber yırlarız, Aman aman yar aman, aman aman yar aman. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Aman aman yar aman, aman aman yar aman. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Endi bitti. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Çok sağ olun Hatice Hanım. Yağma yağmur yeriyle. Sağ olunuz. Sübetimiz ise devam etti ve zalda bir sorular olsa koşulunuz ya da hayırlılar buyurunuz. Men ise soramağa istedim. Mana biz prezentatsiyadan evvel laf ettik. Yani renkler hakkında. Mana bütün bu işlerin renkleri öyle açık renkler. Öyle de olmak gerek. Öyle mi? Evet. Çünkü deseniz herkes mına yazılarını okuyumuz. Чепурина болсын, Спасская болсын, Максимилиан Волошин, подвижники, herkes кім бұл нағыш меселесіне лав кечіргенде herkes айта Қырым татар нағышларының ренклері бек назик ve açık renkler. Böyle koyu renk rast getirmezsiniz. Koyu renkler o endi bilesiz mına bu men aytқан zamanda peyda oldu. Вот период деградации, падения, упадка.
потому что в Крым перестали завозить натуральный шелк, и люди стали заменять шелк искусственный анилиновыми красителями. Анилиновые краски очень едкие, яркие. И у нас на вот этих вот более старых вышивках появились цвета такие ядовитые, можно даже сказать. Ядовитый такой изумрудно-зеленый, фиолетовый, оранжевый, бордовый, синий. То есть такое вот мажорные, густые, плотные тона появились. Это совершенно не свойственно нашей культуре, и вкусу нашего народа совершенно не свойственно. У нас пастельные, мягкие, благородные цвета. А почему? Потому что красились нитки растительными красителями. А как известно, растительные красители, они не дают таких плотных, мощных таких цвета такого. Даже вот в книге Гинзбурга «Забвению не подлежит» вот было такое проведено сравнение «Сезанновский пейзаж». Сезанновский пейзаж – это нечто такое вот выцветшее на солнце, выгоревшее на солнце. Вот наши цвета, они вот такие, они как будто бы немножечко выцвели, мягкие такие. И когда вот у нас на курсах занятия бывают, я говорю, если вы хотите разбавлять краску, никогда не разбавляйте ее водой, разбавляйте молоком или белилами. Вот это, оно смягчает краску. У нас вот светло-голубые, светло-желтые, оливковые, розово-бежевые, бирюза, сирень. Вот все очень такое деликатно, такие вот деликатно нежные цвета. А вот более поздние мы то, что видим, вот яркие, то, что мы сейчас в музее больше всего как бы встречаем, это работы более поздние, не самые лучшие, скажем так, работы, на которые нужно вообще ориентироваться и равняться. Все равно нужно ориентироваться на старину. Я вот сейчас на примере последней своей работы хочу показать. Да. Да. Сузбуишна айырдыңыз и презентациядан да евелбіз. Лафеткенде. Мына бойышын көстермеге істеймін сізге. Вот бақыңыз, неғадар назик ренклер. Это натуральный шелк, покрашенный натуральными растительными красителями. Голубой цвет это индиго, по-моему, Мамутага красил. Это нет, это натуральная ткань, лен с шелком вместе. Это домотканная вещь, которую ткань я купила в Турции. Нашла там такой магазинчик, где продаются домотканные полотна. И вот я набрала разные для Марама, для Учкуров, для Евджияров. И у меня есть вот в музеях, в Бахчисарайском музее, в Ялтинском музее, есть некоторые изделия, которые, ну, особенно мне как-то очень нравятся. Какую-то вот вибрацию во мне внутреннюю вызывают, и я говорю, что я эту вещь должна сделать. Вот первая работа это вот из ялтинской коллекции. Это сейчас говорят реплика, не говорят копия, говорят реплика. Вот. Натуральные красители. Это кора орехового кожуры и индиго. Грибами красят, да. Ну, грибы дают очень-очень много разных оттенков. Все за... Да. Ой, видите, как хорошо. Да. И я вот хочу сделать еще один такой, отметить момент, что наши старинные вышивки в большем своем объеме вышивались шелком, и только небольшие как бы вот вкрапления были серебра или золота. Но с течением времени, когда дефицит шелка в Крыму стал ощутимым, шелк стали заменять позолотной нитью. И поэтому у нас появились изделия в большем процентном соотношении с золотом и в меньшем шелк. Вот. И появилась вот эта мощная геометрия, которая вот 100 видов швов, это, собственно говоря, взаимствованная геометрия из техники махлама. Только в татар-ишлеме она приобрела еще двухсторонний вид. Если в технике махлама это односторонний, а в татар-ишлеме это двухстороннее. И в золотном шите существует такой метод, два метода вообще существуют, на проем и в прикреп. Вот этот вот, который метод в прикреп, был заимствован и разработан, и переложен на технику татар-ишлеме. И вот достигнут был такой вот грандиозный результат разработки. Вот. И работы стали преобладать больше золотой нитью. Поэтому вот начинающим вышивальщицам я говорю, старайтесь много золота не использовать. Если вы хотите делать традицию, делайте ее шелковой
и только чуть-чуть добавляете как бы вот позолоты или серебра. Да, а более старые работы, они там больше золота как бы преобладает. Но причины там я как уже назвала, это и дефицит, как бы, ну и вообще со временем у людей сырья становилось все меньше и меньше, и все эти перипетии как бы исторические тоже прошли, ведь не полоскали как бы наш народ, не ласково как бы обошлись, поэтому наш народ вот что находил, но из того он и что-то делал, он творил, но все время старались что-то создавать своими руками. Любовь к вышивке у нас сидит в генах, понимаете? Она просто неистребима. Вот. Я это очень хорошо ощущаю, когда начинаются курсы, и когда девочки только садятся и делают первые стишки. Все, я вижу, что это вот гены в них сидят, понимаете? Им даже лишний раз не нужно ничего объяснять. Я просто поражаюсь. У нас очень талантливые девочки. Просто я хочу сказать, чтобы они поменьше времени удивляли гаджетам, а побольше времени Кергиеву. Это мой призыв. Залда бір суалымыз бар, яда чықышымыз, бұйырыңыз. Хайырлав, Усне Оджа, Усне Халилова. Бұйырыңыз, ама пек четке кечменіз, біраз ортаға, Селям алейкум. Урметлі жемаат, ақшам шерифлеріңіз мұбарек олсын. Шынды бұл жерде отырдым да, ве çok çıkışlar oldu ve мен де düşüncеге қалдым. Çıkmay жақ едім асылда, Эльвира ханым. Айтacağımı сізге айттым. Dediler ki bu yerde halkımızın en istidatlı, en güzel insanları toplandı. Razım, pek de razım. Hakikaten öyle, bana bakın ressamlar demek, dergiler ve çok şey var bunda. Ama oturdum da düşüncеге kaldım. Mına Rustem Derviş dedi. Her bir adamın yaşayışında demek yapkan işinin neticesi olmak gerek iken. Bu yerde dedim acaba benim ömrüm nafile geçti mi? Ne kitap çıkardık, ne dergi çıkardık, ne resim yaptık deyip düşüncеге kaldım. Sonra özüme dedim, özüme dedim yok. Benim de Kırım Tatar tilinden pek çok talebelerim var, Allah'a şükür. Elvira hanım, men de öz ömrümde böyle netice çıkarmak isteyeyim ve sizden yardım sorayım. Eğer bu kitabın Kırım Tatar tilinde çıkaracak olsanız, tercüme yapacak olsanız, bar gücümden yardım ederim. Sizin neticeniz acayip, çok sağ olunuz. Teşekkürler. Can yürekten kol tutam. Bek kuvанырым. Siz de sağ olunuz. Bek güzel fikir aslında o Kırım Tatar tiline tercüme etmek. Çünkü o тілімізді білмек, o bek büyük bizim boynumuzun borcu. Şimdi men bir kişini de çağırmağa isteyeyim. Bu kitabın maketini yasagan kızçықнен sizin tanıştırmağa isteyeyim. Naile Bekerova öz isselerin baya bir isse koştu bu işke. Sağ olsun, bek sevinем bu kızçықнен tanışkanıma. Bu güzel kitabını dünyaya getirmege o da yardımcı oldu. Sağ olunuz, мен де пек sevinem. Siz mağa bu işini bergeniniz, mağa iş alğanınız üçün pek sağ olunuz. Çünkü sizin işiniz bu bir pek mühim şeydir bizim halkımız için. Çünkü o işini başlap 30 yıl evvel siz o işe gelip, Tatar işlemege gelip onu başlap, onun sonuna 30 yıldan son kitabını yapıp çıkarğanınız için çok sağ olunuz. Ben bilesem bu balaban bir iştir. Alkışlar. Gerçekten de büyük bir iş elbet. Hem de çok sağ olsun sizin ananız, sizge kol tutkanı için, siz özünüz her şeyini başından sonuna yapkanız için sizni östürgen ananızga da çok sağ olsun. Allah razı olsun. Ben de pek bir şeyler aytmağa bilmeyeyim. Ama menimce öyle güzel kitap çıkanı için bu merasim bugün geçirilgen için Elvira hanım da çok sağ olsun. Aytacağımı bilmiyorum, unuttum hepsini. Sağ olunuz. Endi hocalar estafetаны aldı galiba. Zira hoca buyurunuz. Buyurun. Мы с Эльвирой познакомились в 98 году на курсах вышивки Махлама. И тогда меня поразил этот человек своей целеустремленностью и интеллигентностью.
У него было терпение, нам всем, мы были, можно сказать, первые ласточки, и у него было терпение всем объяснять, в принципе, несложную вышивку махлома Золотое шитье. Золотое шитье, да. Вот. И с того периода мы стали с ней общаться, и хочу сказать, тот момент, когда Эльвира меня пригласила ее сопровождать за материалом ксерокопия Чепуриной, я тогда удивилась. Ей на руки дали несколько страниц, грубо говоря, вот такого, ну, некачественного формата, ксерокопия вот этих схем. Я ей сказала: Эльвира, это так долго, это так сложно, у тебя вот хороший результат в махлома, у тебя есть заказ. Она тогда делала какой-то подарок для американского посла. Эльвира Ханум мне тогда сказала: мне это не интересно. И я к чему веду? Я хочу сказать, что если человек ставит перед собой задачу, он не ориентируется на амбиции со стороны, либо какую-то похвалу, или наоборот, там, допустим, какие-то регалии. Он ориентируется в первую очередь достичь эту цель. И она на протяжении долгих лет скрупулезно, целеустремленно, она достигала эту цель. И когда у нее 2 года назад уже практически книга была готова, и ее все мучили, ну когда же, когда-то, кто-то немножко с ехидством, кто-то с каким-то сожалением. Эльвира Ханум, она эту книгу вдоль и поперек и каждый раз обогащала дополнительной информацией. Я к ней прихожу, у нее глаза горят. Я, говорит, новый шов придумала. Другой раз прихожу, у нее глаза горят. Я статью какую-то там сделала, сравнительный анализ. Вы понимаете, человек этим горел. У нее была жизненная цель. И она к этой цели шла не спеша, не ориентируясь ни на какие сроки, ни на какие там, не знаю, какие-то даты, чтобы выступить и произвести впечатление. Она в первую очередь ориентировалась на внутреннее чутье, на внутреннее, как сказать, стремление внутри себя. И еще хочу рассказать такой момент из жизни вот моей подруги. Один раз, я помню, пришла к ним домой, мы только начинали с ней общаться, и я вижу в доме, ну, празднично накрыт стол, атмосфера праздника. Я говорю, у кого-то день рождения? И она: нет. Тогда вот она разбирала швы, работала над схемами Чепуриной. Я разгадала шов. И вся семья, Чохсавулнус, ее маме, Раметли для Вера Хай, они тогда всей семьей отметили это событие. Понимаете? Самое важное, что в этой лодке она была не одна. Ее поддерживали ее родные. Да. Чохсавулнус, я очень рада хоть немножечко присутствовать в этом проекте. И я очень рада, что у меня такая подруга. Да. Урметлі мұсафирлер, достлар, танышлар. Бүгін жүрегім пек Бақшысарай шеріне более бір чекті мені, чүнки оқыдым Эльвира Османның демек кітабын презентациясы olacak. Ve білесің, өміріңде олай инсанлар бар, біз онен çok көрішмедік. Ama Kırım'daki yaşayışım Elvira'nın evinden başladı desem yalandı gel. 87. senesi biz Kırım'a gelgende, Elvira'ların evinde, mına Dilarat'tan evinde çok sübetler geçireydik, көрüşeydik. O vakitte bizim evimiz yok edi, bizler ev kıdırıp yürüyeydik. Ve o vakittan beri ben Elvira'nı bileyim. Ve bilesiz mene aytmak isteyeyim. Birinciden, evet, adamlar dünyada bir şey özünden kaldırmak gerekler. Maşallah, pek kuvanam, yürekten kuvanam. Böyle insan benim ömrümde var edi. Көрüşem ara sıra. Ve tap o vakit, bilesiz mi? Mına bu Elvira'nın böyle bir tabiat çizgileri, insaniyetligi. Onun mına bu alçak gönüllülüğü. Evine kelsen daima tebessüm. Öyle bir alçak gönüllü, güler yüzlü. Her vakit böyle bir karşılaydılar evde. Ve ben diyeyim son evleri o vakit Олар Мазынка, мүмкін ме айтмаға? Мазынка көйінде yaşaydılar. Мен білесем, олар да бір ескі евчік алған еділер. Ama білесім, мен неге yaşaydım. Evlerin öyle bir tamir eteydiler. Elvira anda, bütün mına bu yapkan şeyleri öyle bir istidatnen, böyle bir nasıldır bir vkus değillerdi. Yapılgan remontun böyle yavaştan, dülber etip yapaydılar. O vakit ende mına bu onun çizgileri, mına bu onun istidatı duyulaydı. Ama bilesiniz mi? Ondan sonra mına kaç sefer ben böyle onun hakkında okuyayım. Onun yeniçleri hakkında, onun istidatı hakkında ve diyeyim.
Керчектен де бош үйлерге етмек үшін жоқ çalışmak керек. Ве Эльвира бош үйге етті. Исмаил Гаспринскийдің бір сөзлері бар. Сен халқыңа ярдым етмеге істесең, ана еліңден келгеніңді яп. Эльвира мына бұл елінден келген шейін халық үшін қалдыра. Біздің есіліміз үшін қалдыра, балаларымыз үшін қалдыра. Ве әлбетте пек тешекур айтмақ істеймін анасына Диляра Аптеге, чүнки оның büyük hissesi бар, böyle бір қызны өстірмек, халыққа бір файда кетірсін, халқын медениетini, халқын демек келешегini түсініп çalışkan bir insandır. Onun için pek kuvunam. Elvira sen pek nazik, sen pek alçak gönüllü, güler yüzlü. Buna bu gülçükler gibi daima temiz. Sağ olun, sağ olun. Senin gönüllerine ardı kur olsun. Sağ olun, sağ olun. Torunçuklarıma ayttım bugün, kızlarıma. Dedim, buna böyle bir Elvira hanım var. Burada nesini getirdim. Dedim, bakınız nasıl o istidatlı, nasıl güzel. Kelip öğrensinler Tatar işini. Senin cançığın, sağ ol. Çok sağ olun. Ben fırsatından faydalanıp ben de gençlerini toplayayım. Maşallah. Endi tedbirimiz yavaş-yavaş sonuna keldi ve da bir muzikalı sürpriz acayip Maya Anafeyevaның icrasında. Buyurunuz. Alkışlayımız Maya hanımны. Nağışnen bağlı bir oyun. Buyurunuz.
Софиева. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Мына сөбетіміз девамында сіз айттыңыз татар ішлеме ақында енді әрші белі, яғни сіз оны жаныландырдыңыз, о енді яшай, енді инкишаф етесіңіз оны. Бұл китапта бұл ішлерінің нәтижесі, ама сіздің ішіңіз тоқтамасын, еп девам етсін. Şimdi ise bu sanağa bu merasimni teşkil etken Qara Deniz Production studiyasının yol başçılarını davet etmege isteyim. Elzara İslamova ve Lilya Budjurova. Buyurunuz. Ассаляму алейкум. Ой, знаете, когда смотришь на вот эти произведения искусства, на шедевры крымско-татарской вышивки, вы знаете, вот даже не верится, что это может быть создано в современном мире и человеком, который живет и работает в эту эпоху, Эльвирой Ханум и ее ученицами. Ну, потому что все-таки наше время, оно все равно другое, в отличие от того времени, в котором жили наши предки. Оно, конечно, более быстротечно. Мы живем другими темпами жизни. У нас вообще другие расстояния, дистанции. Мир просто вот, где много что делают уже машины. У нас даже поменялись ценности в сравнении, опять-таки, с предыдущими поколениями. И мне кажется, чтобы создавать вот такую тончайшую ювелирную работу нитками, иголками, кажется, что просто должно остановиться время. И у Эльвиры Ханум и учениц это получается. Сегодня мы чествуем книгу Эльвиры Ханум, которая однозначно станет еще одним достоянием нашего народа, потому что книга уникальна тем, что, как оказалось, и на наш тоже, мы этим даже удивились, и даже где-то неприятно удивились, что это уникальное мастерство, как сказал уже Мамут Ага, которому аналогов нет нигде в мире, у других народов, оно у нас передавалось из уст в уста. То есть мы представляем, какой это риск для нашего народа и для будущих наших поколений. И вот этой книгой, вот этим очень сложным трудом, потому что написать книгу еще сложнее, вы нивелировали этот риск для нашего народа. Чок салунус вам за ваш бесценный труд и за то наследие, которое вы даете нам и оставляете нашему будущему поколению. Чок салунус. Когда мы готовились к этой презентации, сразу приходили в голову очень разные мысли. И прежде всего о том, что наши прапрапрабабушки, начиная с детских лет, вышивать себе будущее приданное, они с золотыми шелковыми стежками писали послания в свою будущую жизнь. Пожелания своему мужу, будущему, они вышивали на Учкуре, или на Юзбесе, или на Евджияре. И такое наступило время, как будто это послание онемело. Оно умерло. Застыло. Наши прабабушки, когда отправляли это послание нам в будущее, они своим иголкой и ниткой рисовали, какими они были, какой был характер у них, у крымско-татарских семей, у всего народа. Это терпеливость, это огромное терпение, когда изо дня в день, из года в год ты вышиваешь узор своего будущего счастья. Это не одного узелочка. Это чтобы никто не увидел, как это было трудно. Это открытость миру. Нет изнанки у татары шлеме. Наша женщина открыта со всех сторон, ей нечего скрывать. У нее нет ничего такого, и у нашего народа, что нам нужно было скрывать. Это послание, этот портрет наших предков вы вновь нам возвратили. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Çiçek gibi kadınға nazik çiçekler. А я хочу... Ой, sağ olun, Лиля Ханым, так красиво сказали. Да. Siz de çok sağ olun. А я, в свою очередь, хочу подарить вот это панно Qara Deniz Production для вашего офиса. Любуйтесь. А там символ стойкости. Как закалялась сталь называется.
Это говорит о том, что мы ни на кого не нападаем, но мы умеем защищаться. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz Elvira Hanım. Siz de sağ olun. Дабыр teşekkür bildirmege isteymiz. Bu acayip yer Aşlama Sarayı'nın sahiplerine bizni bugün mında davet ettiler ve bu merasimni biz mında geçirdik. Tayiraga ve Elzara Hanım çok sağ olunuz. Sağ olsun. Kazançları bol olsun. Doğru. Çok sağ olunuz herkes koşulganınız için. Bizim tedbirimiz sonunda geldi. Resmi kısmı demege mümkün. Çünkü siz sohbetini devam etmege mümkün. Anda bir filcan kahve içip bu acayip yerde. Ve elbette kitabını, Yol Şaşırma adlı kitabını satın almağa, автограф almağa da imkanınız var. Biz ise sizlerle sağlıklaşamız. Çok sağ olunuz, biz ile olunuz. Sağ olunuz tekrar geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık.
yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşalamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçelerim meyveleri balıyla şerbet. Sularını içe içe doyalmadım Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bala çağa vatanımdır, koz yaşını töker. Kartlarımız eline yayıp dualar eder. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Geze doyamadım, çok yerlere koyamadım. Nasıl güzel vatanımsın ey güzel kırım. Hayırlı akşamlar dostlar, mana ko'rganingiz gibi bo'lishish ve güzel sıcak muhitda bugun Yo'lni şaşırma adlı unikal bir kitap taqdim etildi. Onun muallifi Elvira Hanım Osman Belli Nağışçı onu 20 yıldan ziyade yazdı. Gerçekten de bizim halkımız için mühim bir iştir. Bu unikal kitabın neticesi elbette ki büyük nağışçılar için de yardımcı olacak. Ameli sanatla uğraşan insanlar için de mühim olacak. Bu sıcak muhitni ise kahveler ile, çaylar ile ve güzel sohbetler ile vatandaşlarımız devam etmekte. Bizlerle bu akşamını geçirdiğiniz için büyük teşekkürlerini bildiremiz. Ve umut etemiz ki bu gibi vakalar ve bu gibi kitaplar da halkımızda çok olur. Ardı gür olsun. Hayırlı akşamlar dostlar. Bizle kalınız.